Песнь вторая о том, как Идыгей рос под именем Кубыгыла и стал судьей при дворце Токтамыш-хана. У Джан-Темира 6 сыновей, 6-й сын Кубыгыл. В доме Джан-Темира Идыгей рос под именем Кубыгыл. Минул 1 год ему, стала разверзаться земля, по которой он ходил. Минуло 2 года ему, стала его принимать самая почетная знать. Стал он словом своим исцелять. В слове его была благодать. Минуло 3 года ему, начал он книги читать. 4 минуло года ему, удивлял он всех своим письмом, поражал он всех своим умом, прославился на целый свет. 5 ему исполнилось лет, стал он главой семьи своей. 5 Джан-Темировых сыновей, в 6 он ловким стал ездаком, в 7 он сделался метким стрелком. 8 силачом знаменитым стал, в 9-10 джигитом стал. Степью шел, раздвигалась трава, возникала степная тропа. Шел в горах, поднимался прах, впадина возникала в горах. В 11 лет словотворцем стал, за бедных людей ротоборцем стал. Мужем стал он в 12 лет, во всем народе славен был. И Алпамышу равен был, и тогда Идыгей сказал: «Мужем я стал, поддержу народ, ибо я для народа оплот. Земли коснулся затылок мой, да видит народ от меня добро. Седой отец меня воспитал, да видит отец от меня добро». За табуном следил он в горах, был чабаном на сочных лугах, с ягнятами он степью ходил, на теле отрепья носил. Удивлялись его уму, воздвигали почет ему. Безлошадному был он конем, заблудившемуся путем. Был он жаждущим питьем, был он страждущему врачом. Одинокому был он мечом, посохом для пешехода он был, опорою для народа он был. В 14 мудрости был сосуд, 14 запутанных тяжб. Разрешил его правый суд. И тогда хитроумный Кинджанбай, седой многодумный Кинджанбай, 6 изо рта выпускавших письмен, 6 поднимавших чужих племен, колено придя, пред ним преклонил. В 15 лет созвал Идыгей 90 сыновей, 90 главой орды, молвил: «Вступим в борьбу сейчас. Если я одолею вас, стану я над вами главой. Одолеет меня один из вас, станет он главой надо мной». Идыгей, сказав так, свой простой снял кушак, как знамя над площадью вознес, начал борьбу Идыгей. 90 сыновей, одолеть его не могли. Всех Идыгей одолел, побежденным он повелел снять одежду, в кучу сложить, и речь такую повел: «Это Токтамыша престол, я сяду, вы будете мне служить». И потом сказал Идыгей: «Тот, кто скачет среди травы, кажется хан Токтамыш. Не склоните пред ним головы, если салям не скажет он сам, первым не говорите салям». Вот на сивом коне Токтамыш показался вдалеке, сокол на седельной луке, а вокруг степная тишь, подъехал он к Айдале. Увидал, подъезжая ребят, 90 их, а один восседает как господин. Он подъехал, они молчат, саляма не говорят, не склоняют пред ним головы, не ложатся среди травы. Сказал хан Токтамыш: 90 вы сыновей, не найти благородных знатней, но благородство чуждо вам. Первыми не говорите салям, не склоняйте головы. Кто из нас старше, я или вы? Идыгей, слегка вперед наклонясь, на правую руку облокотясь, Токтамышу так сказал: «Вначале был старше ты, мы будем старше потом. Ты сам убедишься в том, 90 при нас парней, если возраст их посчитать, сколько им лет и дней, выходит, что старше мы. И нет превосходства у тебя, да и нет благородства у тебя. Первым не поклонился нам, первым ты не сказал салям. Оказался непочтительный ты, ай, непочтительный ты». Великий хан Токтамыш налево один раз взглянул, направо один раз взглянул, ответа найти не сумел, назад коня повернул. Вступил он в ханский чертог, покоя найти не мог. Лег в постель, не заснул, сна не ведал 3 ночи он, не смыкал свои очи он, не выходила из ума дума тревожная весьма. Там, где кончался луг, голо в степи вокруг, сидят 90 парней, один другого знатней.
но превыше всех Идегей, ибо умных он был умней, ибо честных он был честней. Говорил о нем так народ, он прибежище для сирот. Безлошадному стал он конем, заблудившемуся путем, хлебом для голодного стал, кровом для безродного стал. Среди 90 детей был сын Дюрмена Урман, в душе его жил обман. С детских лет воровство было занятием его. Он воровал у детей игрушечных лошадей. Трижды крал, не был пойман Урман. В 4-й раз был пойман Урман. 90 знатных детей. Порешив покончить со злом, Идегею били челом. Вора следует наказать. Соизволь, судья, приказать арканом волосяным злодея к скале привязать, голову отрубить ему из 90 своих парней. Приказал Идегей одному сделаться палачом. Был палачом обезглавлен вор, стал известен в стране приговор. Злом наказано зло, возмездие быстро пришло. Дурмен потерял дитя, у парней секирой блестя, вырвал он мальчика-палача, к хану привел за собой волоча. Тактамышу бил он челом: если я сам, Дюрмен, если мой сын, Урман, если сына моего обезглавил этот злодей, что мне делать с кровью его, что мне делать, великий хан? Лежавший пред ханом на земле, встал и сказал палач-мальчуган: в поле вольном на Айдале нас 91, Кубыгыл наш господин, я выполнял его слова, чем же повинна моя голова? Позвал Идегея Тактамыш, сказал Идегею Тактамыш: эй, Кубыгыл, Кубыгыл, отца хорошего сын, за жеребятами ты следил, степью с ягнятами ты бродил, Джан-Тимира сын Кубыгыл, зачем ты сына Дюрмена убил? Великий хан, сказал Идегей, таков закон в державе твоей. Если 3 укравших коней в 4-й раз попадет совор, повелевая твой приговор, вору голову отрубить, так я и велел поступить. Пойман Урман в 4-й раз, мой приказ — это твой приказ, а дальше будет, как повелишь. С места встав, сказал Тактамыш: эй, Дюрмен, верный мой страж, этот юноша Кубыгыл твердо правильно поступил, он закон соблюдает наш, нам ли судить сурово его? Слово хана, слово его. 14 запутанных тяжб он распутал на Айдале. Знаменит он в моей земле, 90 детей поборов, стал он у них на челе. Суд его наказует воров, мой закон — основа его. Мне ли судить сурово его? Кубыгылу сказал Тактамыш: Кубыгыл, ты в отрепьях стоишь, отрепья свои сними, с моими живи людьми, останься в моем дворце, с соболью шубу возьми, надень с моего плеча, коня в подарок возьми, душа его горяча, быстрый, пятнисто-чубарый он, гордый потомок Тулпара он. Коня оседлай, сынок, седлу привяжи рожок, ястреба для охоты возьми, девушку еще ты возьми, стройна и тонкостанна она, как выхухоль благоуханна она, как птица трепещет она, в девичестве блещет она, как месяц левая щека, как солнце правая щека, черные очи ее светлы, а зовут ее Айтулы. Красою славится она, тебе понравится она, справим свадьбу, устроим пир, будет вам завидовать мир. Крым тягаться с нами начнет, пусть нас рассудит твой приговор. Крым сражаться с нами начнет, крымскому войску дай отпор. Так отвечал Идегей: есть конь у тебя, буду пасти, огонь у тебя, буду блюсти, доброму добрый, злому злой, остаюсь я твоим слугой. Став слугою с этой поры, принял он Тактамыша дары, обновился его удел, он соболью шубу надел, чтобы красовалась на нем. Знатный всадник теперь он владел, пегим в яблоком скакуном. Для ударов дал ему хан кожей обтянутый барабан, возведенный в придворный сан, зоркого кречета взял Идегей, для любви, для услады своей. Благоухавшую, как тимьян, в жены взял он Айтулы. Тучьи очи были светлы, тучья кожа упруга нежна, рождена в Булгарии она, как месяц левая щека, как солнце правая щека. Если шли из Крыма войска, уничтожал их Идегей.
Если распря шла у границ, повергал он недругов ниц, стал служить Идыгей земле, честно судил и правил он. От поборов и войн и тяжб свой народ избавил он, землю свою успокоил он, казну Токтамыша утроил он, было в ней озеро серебра, золото поднималась гора, благоденствовал народ, ел он мясо и пил он мед, приходил из далеких стран, за караваном караван, выйти не успевал из ворот, шумный людской круговорот, шли верблюды за вьюгом вьюг, образуя замкнутый круг. В те дни, когда муж Идыгей праведные творил дела, жена Токтамыша Джанике 2 девочек-близнецов родила. Луноподобная старшая дочь была названа Ханике, солнцеподобная младшая дочь была названа Кюнике. Так на свет появились они. Из пеленок вышел в те дни сын Токтамыша Кадыр-Берды. Созвал Токтамыш высоких лиц, зарезал яловых кобылиц, устроил пир для знатных гостей, открыл казну для бедных людей, игрища, скачки устроил он, и душу на том успокоил он. Месяц померк, солнце зажглось, от Идыгея у Айтулы милое дитя родилось. Мальчик с голову коня. Дождавшись желанного дня, созвал Идыгей всю черную кость, рабом Токтамыша был каждый гость. Сказал: родился желанный сын, назовем его Нурадын. Сына повелел Идыгей в пеленки из комки обернуть, но решил, что эта комка чересчур для ребенка жестка. Сына повелел Идыгей в пеленки из парчи обернуть, но решив, что жестка и парча, повелел своего малыша в куний мех Идыгей обернуть, чтобы отвагой наполнилась грудь. Начал он сына на битву брать, чтобы преследовал вражью рать, чтобы видел сын, чтоб воин был, на том Идыгей успокоен был. Прочитал Евгений Григорьев.